Древняя история Таджикистана начинается, когда восточно-иранские племена заселили районы двух великих среднеазиатских рек Амударья и Сырдарья еще в середине тысячных до нашей эры. В те времена земли современного Таджикистана были поделены между сагдийскими племенами на севере и бактрийскими на юге. Гораздо позднее, примерно к VIII и X века, коренные жители были полностью ассимилированы ираноязычными народностями. Поэтому основной составляющей нации современных таджиков стали потомки бактрийцев, сагдийцев и других иранских племен, хотя и с примесями тюркских и монгольских народностей, появившихся на этой территории значительно позже. К VI веку до нашей эры огромная часть Средней Азии входила в состав персидской державы ахеменидов, которая уже в IV веку до нашей эры была повержена армией Александра Македонского, и на долгие 200 лет здесь упрочилось греко-бактрийское царство, распространявшее свое господство на территории современных Афганистана, Таджикистана, Пакистана и часть северо-западной Индии. Затем земли Бактрии объединило государство Тахаристан, впоследствии вошедшее вместе с Согдианой в состав огромного Кушанского царства. И уже Кушанская империя простерла свое влияние весь юго-восток Центральной Азии, Афганистан и Северную Индию. Государство было невероятно сильно экономически, ведь по его территории пролегали караванные тропы Великого Шелкового пути, ведущие на восток в Китай и на запад в Средиземноморье. Господствующей религией, распространенной на территории империи, был зороастризм, однако сюда проникал и буддизм, привнесенный с торговыми миссиями. Существует мнение, что именно отсюда он попал и в Китай, а потом распространился на всю Юго-Восточную Азию. III век нашей эры ознаменовался распадом Кушанской империи, при котором ее владения, Согдиана и Бактрия, на некоторое время попали под власть нового государства, персидской державы, империи сасанидов, благодаря чему здесь распространилась персидская культура и персидский язык. Однако к VI веку влияние тюркских племен, соседствовавших с государством сасанидов, оказалось настолько велико, что население бассейнов Амударьи и Сырдарьи постепенно стало тюркскоязычным. К VII веку начались коренные изменения в жизни народов Средней Азии. На эти земли пришли арабы, уже одержавшие победу над сасанидами в Иране. Так пришел Великий Ислам, основная государственная религия в арабском халифате. На завоеванных среднеазиатских территориях происходило массовое обращение жителей в новую религию. По мере ослабления централизованной власти в арабском халифате, фактическое правление в регионах переходило в руки местных правителей. Самый яркий след в истории Таджикистана оставила династия саманидов, сумевшая объединить под своей властью огромные территории от Сырдарьи до юго-западного Ирана. Своей столицей саманиды выбрали Бухару, превратив ее в центр науки и культуры. Именно покровительство правящей династии способствовало возрождению персидского языка для литературы и установило его главенствующую роль над восточно-иранскими наречиями. Саманиды были у власти немногим более 100 лет, подарив государству время подлинного расцвета, время поэтов, ученых и философов. Однако в X веке империя саманидов пала под ударами тюркских племен, и на ее месте образовалось два государства: караханидов на севере и газнавидов на юге. Во второй половине XII веков в Средней Азии образовалось государство сельджуков, кочевых тюркских племен, разгромивших войска газнавидов. XIII век принес Средней Азии новое испытание – завоевание монголами, возглавляемыми Чингисханом, даже после смерти которого основные территории остались в империи и достались его второму сыну, Чагатаю. В XVIII веке к власти пришел великий Амир Тимур, и большая часть земель Таджикистана была включена в состав его империи. Завоевание огромных территорий Средней Азии тюркской народностью, узбеками, привело к образованию самостоятельных ханств Каканского и Бухарского, которые просуществовали вплоть до XIX веков, когда эта область была аннексирована Россией. Открытое противостояние между узбекскими ханами и персидскими шахами, оспаривающими друг у друга власти и территории, серьезно препятствовало установлению более широких связей с внешним миром и способствовало укоренению в этих местах исламского консерватизма. Также в дальнейшей изоляции региона огромную роль сыграло смещение маршрутов Великого Шелкового пути на север-юг. В этот период истории почти весь Южный Таджикистан находился под властью Бухарского ханства, позднее – Эмирата. Однако, каканские ханы постоянно оспаривали у правителей Бухары контроль над землями Таджикистана. В XIX веков
Когда большая часть Средней Азии была присоединена к России, границы государств значительно изменились. Так Бухарское ханство, согласно двустороннему договору, стало зависимым от России государством, а Каканское ханство и вовсе в 1876 году было упразднено, и его земли стали одной из составляющих туркестанского генерал-губернаторства. Падение царского самодержавия в 1917 году подхлестнуло зревшее недовольство народных масс. Также сказался временный период безвластия. В регионе начались волнения и бунты, подняло голову басмачество, антибольшевистское движение, борьба с которым после продолжалась вплоть до 1925 года. Большая часть таджиков непроизвольно оказалась втянутой в вооруженное противостояние сторон. Тысячи скотоводов, кочевников и крестьян были вынуждены бежать в Афганистан, спасаясь от голода и кровопролития. В середине 20-х годов прошлого века правительство большевиков приступило к территориальному делению Средней Азии по этническому признаку, в результате чего было создано несколько республик, вошедших в состав СССР. Так в 1924 году было объявлено об образовании автономной республики Таджикистан в составе Узбекской Советской Социалистической Республики, а в 1929 году автономия была преобразована в самостоятельную республику, Таджикскую ССР. Начало нового этапа развития истории Таджикистана связано с распадом СССР. 24 августа 1991 года Верховный Совет Республики принял Декларацию о государственном суверенитете Таджикистана, и уже в ноябре прошли выборы нового главы государства.